Сюрикбай Хажа. Старшая сестра моего отца, моя дорогая тетя Жбек Ситкали кызы, с самого рождения всегда была очень старательной, аккуратной и педантичной во всем. У нее были два старших брата, братишка и сестренка Халима. Когда ей еще не было 15 лет, у нее умер отец, а мать Накен Биман кызы умерла в ее детстве. Поэтому детство тети закончилось очень рано, и ей пришлось заботиться о семье. Также при этом прилежно учиться в школе. Впоследствии, когда в ее жизни появился парень, сирота маленького роста, она сама, будучи красавицей, все же сумела таки разглядеть в нем настоящего человека, с которым они сообща пойдут навстречу их счастливой и наполненной жизни. Тетя Жбек рано вышла замуж, и первое десятилетие было особенно трудным, ведь им приходилось упорно трудиться, чтобы создать комфортные условия их сыновьям Марату и Шарипу, а также помогать малолетним братьям и сестренке мужа. Умерла в младенчестве их дочь Алма, супруг тети Серикбай Есимсиитула, которого судьба также никогда до этого не баловала, фанатично, почти круглосуточно работал, не покладая рук. Дядя Серикбай тогда был водителем грузовика, ему круглый год приходилось делать весьма опасные дальние рейсы по всей Восточной Сибири Советского Союза. Сама тетя работала в системе образования, но параллельно вела домашнее хозяйство с поголовьем скота и огородом. Чтобы ее муж поспал лишний час перед выездом, тетя в лютые зимние морозы, заливая ведра кипятка, сама заводила его грузовые автомобили. Поэтому позавтракавший дядя всегда садился в уже разогретый и готовый к эксплуатации грузовик. Со временем тетя выучилась на бухгалтера, и они вместе с дядей уже трудились в известном в ту пору Кокшетауском виноводочном заводе. Тетя долгие годы была главным бухгалтером, а дядя умудрялся одновременно совмещать должности заместителя директора, заведующего спиртного склада, главным снабженцем и партийным лидером. Тогда дядя впервые в истории Кокшетау провел для русскоязычного коллектива коммунистов Большого завода партийное собрание на казахском языке. Именно в те годы по протекции дяди и тети многие наши родственники работали в этом суперприбыльном советском предприятии, куда было очень сложно трудоустроиться. В моей памяти сохранились многочисленные интервью дяди на областном радио, где он каждый раз, рассказывая об ударных успехах их производства, не забывал упомянуть список лучших работников, который всегда состоял только из имен нашей родни. Советский Союз закончился неожиданно для всех. Дальновидные и прозорливые дядя и тетя, аккумулировав силы и средства, дали мощную поддержку своему высокообразованному и целеустремленному старшему сыну, который в дальнейшем стал успешным бизнесменом. А дядя и тетя, как бы уйдя на второй план, используя свой весьма богатый опыт и связи, с большой самоотдачей работали в бизнесе сына. Надо отметить, наряду с его подлинно мужскими качествами также обладал тонким юмором, жизнерадостностью и состраданием к окружающим. Приведу пару показательных примеров из его жизни, изобилующей яркими поступками. Однажды зимним вечером 1989 года, будучи 50-летним, очень уважаемым в городе, респектабельным человеком, дядя заботливо вел за ручку 5-летнего Ербола, сынишку нашей тети Калимы. Идя по ледяной улице, дядя неожиданно поскользнулся и очень сильно упал. Но это очень развеселило ребенка, и он громко, с искренним восторгом засмеялся. Тогда дядя, желая веселить малыша, падал и падал много раз. В 1992 году мы в составе нескольких родственников совершали авиаперелет через аэропорт города Семей, где ожидали своего рейса для пересадки. Стал слышен громкий женский крик у авиакассы. Отзывчивый дядя быстро приблизился к шуму и увидел там молодую плачущую женщину с двумя маленькими детьми, один из которых был грудным. Женщину вынуждали купить отдельные билеты для детей, но у нее не было денег. Дядя стал просить кассиршу отнестись с пониманием к пассажирке, но, получив резкий ответ кассира, возмущенный дядя громко обратился ко всему аэропорту, призывая всех окружающих к доброте и пониманию. Затем он ласково по-казахски сказал плачущей женщине: «Сестренка, я твой старший брат из Кокшетау и не позволю тебе плакать, Айналайн. Положи свои деньги обратно, они тебе еще будут нужны». После этих слов дядя за свой счет купил для той незнакомой женщины 3 взрослых авиабилета. Дядя даже в преклонном возрасте не переставал трудиться и посвятил много лет уже и животноводству. Но вместе с тем, как и его отец, дядя стал глубоко верующим аксакалом. Он совершил паломничество в Мекку и был ярким представителем совета аксакалов города. Однако все прожитые годы все же смогли подорвать здоровье и привели таки к серьезным болезням.
Так, 19 февраля 2018 года, 19 часов 50 минут, после полугода упорной борьбы за жизнь в городе Астана, Серикбай Хаже ушел в иной мир. Заботливая тетя с самого начала лечения не отходила от дяди. Благодарный сын Марат тогда самозабвенно занимался только лечением отца. Были потрачены неимоверные средства и использовано самое передовое лечение, но никто не может противостоять предписанному свыше. Все происходило перед моими глазами. Теперь я могу твердо сказать, что если просить у Аллаха жену, то пусть она будет именно такой, как моя тетя, олицетворяющая своим жизненным примером идеальный образ настоящей женщины, сердце которой бьется только ради своих родных. А если просить сына, то пусть он будет таким, как наш Марат ага. Пусть Всевышний будет милостив и милосерден к моему дяде. А тете желаю здоровья и долголетия. Мудрая тетя последние десятилетия очень трепетно, с наслаждением совершает пятикратные молитвы и дальше проявляя свою безмерную заботу обо всех. Марат ага также в ежедневных трудах во благо семьи и общества. Ветеран, воин-интернационалист, бизнесмен брат Шарип еще стал и многократным чемпионом в пауэрлифтинге. Внуки моей тети растут и уже радуют правнуками. Жизнь продолжается. Во времена, когда семейные ценности, к сожалению, теряют свою актуальность, я показал реальных людей, которые, несмотря на любые преграды, все равно могут построить счастье, заработать богатство и вырастить успешных детей. Этот биографический рассказ я написал в 2015 году, но теперь пришлось внести дополнение. Мне еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.